В ледяном плену в Уфимском районе затопило дачное сообщество «Родничок». 10 садовых участков оказались скованы льдом. По словам местных жителей, русло одного из родников, протекающего через населенный пункт, засорилось мусором. Поток заблокирован, дачные участки оказались под водой. Из-за морозов образовался каток, рады которому только дети. Вот участок весь во льду, люди сами отдалбливают лед, чтобы хотя бы как-то к дому проходить, чтобы не подскальзываться. Теперь во дворе и каток не нужно заливать, шутят родители. На грядках можно играть в хоккей или отрабатывать двойной тулуп. Водная стихия затопила 10 садовых участков. Из-за сильных морозов вода мгновенно превратилась в лед. Вот у нас на участке образовался 16 сантиметров лед. Олеся Беляева живет в садовом товариществе «Родничок» уже 4 года. Мама двоих сыновей. Такую картину у себя во дворе видят впервые. Складское помещение, дровяник, везде лед. А тележку и вовсе теперь не сдвинуть, благо вода не успела попасть в дом. Мы заметили, у нас начала поступать вода, и за ночь вот она достала такого уровня, то что сейчас мы определили 16 сантиметров воды стало. Забили тревогу, потому что у нас все проживают здесь в основном семьи с детьми. Это очень опасно сейчас для здоровья, это инфекционное, да чё. И мы вот били во все станции. Первый инцидент в садовом товариществе «Родничок» произошел еще в 2016 году. Тогда хозяева участка пробурили скважину под питьевую воду и попали в подземную реку. Вода пробилась и в течение недели затопила 10 садовых участков. Сейчас же здесь образовалась карстовая воронка глубиной около 13 метров, и с каждым годом она расширяется. Тогда для нового ручья по оврагам жители садового товарищества построили канал. Вода стала уходить по искусственному руслу, но спустя несколько лет ручей застарился листвой, ветками и мусором. С наступлением морозов замерз, и вода начала разливаться, затапливая лес и садовые участки. Жители решили взять ситуацию в свои руки. Вооружились лопатами и ломами, наняли экскаватор. Прочистили берег ручья и с помощью спецтехники на протяжении 1,5 километров увеличили русло. С садоводами группой собрались, прочищаем ручей от веток, от валежника. Нам милостивый председатель выделил трактор. Он нам сейчас расширяет как раз эту траншею, чтобы вода побыстрее пошла. Ну, еще метров, наверное, 500 нам где-то по лесу здесь копать. Вот вечером вчера до 7 часов мы попробовали, вот сколько одну тележку песка мы положили, вроде меньше стало. На сегодня утром опять объем воды поднимается, потому что где-то стоит вот сейчас вода, но сейчас пошло. И пошли в другие русла. Песок засыпаем мешками, укладываем там, где вода не должна идти, чтобы не попадала к нам в сад. Параллельно с очисткой русла жители строят баррикады. С помощью мешков, наполненных песком, люди укрепляют берег ручья. Но вода все же просачивается. А пока одни борются с водной стихией, другие жители вывозят лед с участков. И только дети видят в этом происшествии забаву. Ведь во дворе есть каток. Айгуль Резяпова, Вадим Исламов. Новости Уфимский район.